الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Альхамдулиллах, хвала Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. Иншааллах, сегодня мы завершаем с вами толкование суры Юсуф, тафсир суры Юсуф, который мы начали в начале этого года. И альхамдулиллах, в таком порядке каждую среду, оставаясь после намаза буквально на 20-30 минут, мы смогли взять некую пользу, альхамдулиллах, изучить эту великую суру о великом пророке Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Это лишь еще раз нам показывает то, что мы, уделяя, может, даже небольшое время, небольшое внимание, однако, если будем это делать постоянно, то мы, несомненно, будем достигать определенных результатов. Раз в неделю, 20-30 минут. И сейчас, иншаллах, сегодня мы постараемся завершить эту суру, которую мы начали. И время проходит одинаково. У кого-то эти полгода прошли, и он не смог с нами здесь поучаствовать. Да, возможно, он не смог побороть себя, уделить буквально несколько минут изучению книги Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, и в итоге эти полгода прошли для него так, как прошли. А кто-то выделил время изучению Корана, и сегодня, иншаллах, он видит результаты этого. 102-й аят суры Юсуф. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит: после завершения истории о самом Юсуфе и его семье, о его братьях, о том, как они переселились в Египет, и оттуда начался пророческий путь Юсуфа, алейхиссалям, и Бану Исраиль, да, иудеи, они поселились в Египте. И пробудут они там до прихода Мусы, Моисея, алейхиссалям, откуда они вернутся обратно в свои земли. 102-й аят. Аллах говорит: «Залика мин амба'ил гайби нухихи илейк». Это есть сообщение, повествование, сокрытое, которое мы тебе внушили, которое мы тебе ниспослали. «Вама кунта ладейхим ид аджмау амрахум ва хум ямкурун». И ведь ты не был среди них, когда они замышляли свои козни и собрались для выполнения задуманного. Этот аят является вызовом мушрикам, многобожникам, жителям Мекки. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит, что ты, о Мухаммад, мы внушили тебе это сообщение, мы тебе внушили вот эту великую историю, в то время как ты не умел ни читать, ни писать, и то, что ты пришел к людям с этой вестью, с этой историей, еще раз свидетельствует об истинности твоего пророчества, твоего послания. И поэтому Всевышний Аллах говорит, это сокрытое знание, это знание, которым не обладали люди. И в том числе пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, не знал ничего из этого. Однако, раз он пришел с этим сообщением, и у него не было никаких источников, возможности откуда-то эту историю взять, однако он ее привел ее точно, без ошибок, это свидетельствует о его пророчестве и истинности его миссии. И говорит: и ведь ты не был среди них, когда они замышляли свои козни. Это козни братьев, когда они хотели убить Юсуфа. Это козни караванщиков, которые продали его за ничтожную цену. Это козни женщин, которые пытались обвинить его и соблазнить его. Ты не присутствовал при этих событиях, однако ты эти события описываешь детально.
Откуда ты мог это знать? Ниоткуда, только через откровение Всевышнего Аллаха, через вахи. Однако, в следующем аяте Аллах говорит: «Вама акфарун наси валяу хараста биму'минин». Однако большинство людей, даже если ты будешь усердствовать и стараться, они все равно останутся неверующими. Даже несмотря на то, что ты приводишь им такие доказательства, приводишь им истории, о которых ты не мог обладать никаким знанием, которые подтверждают истинность твоего пророчества, ты доводишь до них, ты объясняешь им, ты доказываешь им, однако, несмотря на все твои старания, большинство людей все равно остается в неверии, говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. И вот этот аят, он еще раз подтверждает то, что количество, оно не означает правоту. Ведь в этом аяте Аллах говорит, большинство людей, они остаются неверующими. И лишь малая часть уверует в Аллаха Субхану ва Тааля и Его посланника. И большинство людей, оставшихся на неверии, они не получат тех благ, которые уготованы верующим. И, следовательно, вот этот аят еще раз подтверждает, что большое количество последователей, большое количество приверженцев, это не является доказательством истинности того, чего они придерживаются. И здесь говорится, большинство неверующие, а лишь малые уверуют. И как в другом аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Куль ла ястави л-хабith ва-т-тайиб, валяу а'джабака кафрату л-хабith». И не сравнится между собой порочное и благое, даже если тебя удивляет, восхищает количество этого порочного. Порочное, ложное, греховное, его всегда было много и больше. Однако это ни в коем случае не свидетельствует о правоте этого пути порока, греха, неверия и многобожия. И далее Аллах говорит: «Вама тас'алухум алейхи мин аджрин ин хуа илля зикрун лил аламин». И ты не спрашиваешь у них вознаграждение за то, к чему ты призываешь. Это лишь напоминание, зикрун лил аламин, напоминание для миров. Это еще один довод в пользу пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Аллах говорит, ты не просишь у них вознаграждения. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ничего не просил. Наоборот, его пытались подкупить. Да, мушрики, многобожники Мекки, пытаясь остановить его, пытались как-то с ним договориться, прийти к единому согласию, подходили, предлагали ему: если хочешь женщин, мы даруем тебе самых прекрасных женщин. Если хочешь богатства, мы даруем тебе богатство. Хочешь власти, мы сделаем тебя правителем. Однако пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, ни на что не соглашался. Ведь его цель было доведение послания Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля для людей. И, как говорится, «Зикру лил аламин». Он пришел, как донес до людей напоминание всему миру. Напоминание о том, откуда люди были созданы, кто их создал, для чего создал и что их ждет после прожития их жизни. Откуда, для чего и что их ожидает. Религия, она напоминает людям об этом. И напоминает о том, что нужно делать, как прожить эту жизнь для того, чтобы заслужить довольство Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, заполучить благую жизнь в этом мире и вечные дары в следующей жизни. И вот этот аят, он удивителен, да, удивительно указывает на пророческую миссию пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И показывает, насколько же скверно положение людей, которые не следуют за этой истиной. Ведь приходил пророк, который призывал людей к чему? Он не призывал их к дурному. Он не призывал их к тому, чтобы ухудшила их жизнь, как-то им навредило. Нет, он принес зикру лил аламин, напоминание для миров, верное руководство, живя по которому человек и само общество, человечество заполучит лишь
благое. Здоровье, чистый разум, крепкую семью, воспитанных детей, беспреступное общество. Да, это все достигается путем следования «Зикру лиль-алямин», напоминанию для миров. Это книги Корана и послания пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи салям. То есть приходит такой человек, и этого человека все знают с детства, с самого рождения, который был известен лишь своей правдивостью, доверенностью, ему все доверяли. Он приходит и начинает обучать людей чему? Тому, что принесет им только пользу и никакого вреда в этом мире, и тем более в следующей жизни, в ахирате. И при всем при этом он у них ни копейки не просит даже. Он не говорит: я вас буду обучать, вас буду призывать. Сегодня как это происходит, да? Людей обучают зарабатывать деньги, вести какой-то бизнес, но за это что просят? За это просят денег. И вот эти их обучения, уроки, да, мы не говорим о том, что это запрещено. Нет. Однако так устроена жизнь. То есть человек за какую-то пользу, которую он извлекает из уроков, он вынужден платить. И эти уроки, они ограничены, так ведь, какой-то сферой его жизненной деятельности. Возможно, это сфера его семьи, сфера его работы, бизнеса и так далее. Или он учится какому-то навыку, за это деньги платит. А тут приходит человек, который обучает такому знанию, бесценному знанию, которое связано со всеми сферами человеческой жизни, которое приносит пользу человеку от рождения до смерти во всех его начинаниях, направлениях, движениях. Обучает этому и обучает этому как? Абсолютно бесплатно, ничего не прося взамен. Как Аллах говорит: «Вама тас'алухум алейхи мин аджр». Ты не просишь у них ничего, никакого вознаграждения. Это лишь напоминание для миров. Это лишь руководство. Однако люди не следуют этому. Люди не принимают этого. Люди отказываются верить в это. Люди отворачиваются от этого. Насколько же это, скажем, да, отдалено, насколько же эти люди все-таки заблудшие, и сердца их, несомненно, уже загрязнены, поэтому они не признают этого и даже не пытаются понимать этого. А ведь если бы люди поняли, осознали, немножко бы хотя бы изучили ценности религии, то, к чему религия призывает, они бы, несомненно, все последовали за этой религией. Далее Аллах говорит: «Вакааййин мин аятин фис самавати валь арди ямурруна алейха ва хум анха му'ридун». И сколько же знамений на небесах и на земле, рядом с которыми они проходят, эти люди, но при этом они отворачиваются от всего этого. То есть помимо вот этих знамений, чудес пророка, саллаллаху алейхи вассалям, вот этих священной книги, писания, руководства, которые их побуждают и призывают лишь к одобряемому, благому, улучшить их жизнь, эти чудеса, которые показывал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, эти истории о пророках, о которых он сообщал, помимо этого, Аллах говорит, еще существует огромное количество чудес, знамений, доказательств, доводов вокруг этих людей, на небесах и на земле. Они видят это, они ходят, смотрят на это, на небесах, в сотворении небес и земли, в смене дня и ночи. Во фи анфусикум, и в вас самих. Человек с утра встает, смотрит сколько раз в зеркало, он все эти знамения, он проходит мимо них. Вахум му'аридун, вахум анха му'аридун. Но однако они отворачиваются от всего этого. Они не понимают, не умеют это признавать. И тут хотелось бы, да, немножко примечание сделать. Сегодня, да, 21 век, век, скажем, науки и так далее. И часто можно слышать, особенно среди молодых людей, такое высказывание: как можно верить в Бога в 21 веке? Это часто, да, или же там сейчас бы верить в Бога в 21 веке. Так вот, эти слова лишь показывают, насколько же человек далек. Насколько же он заблудший и далекий. Ведь наоборот, вопрос должен звучать другим образом. Как можно не верить в Бога в 21 веке? Ведь в 21 веке, да, с 20-21 век,
все научные открытия, исследования, они лишь показывают, насколько сложно устроен этот мир. Начиная от великих, больших небесных тел, космических объектов, и начиная и заканчивая мелкими микроскопическими организмами, строениями молекул, атомов, генетикой, геномом человека. Это все открытия, которые произошли за последние десятки лет. И все эти открытия, они показывают, насколько мир сложен. Открытия в области физики, химии, биологии, анатомии человека, квантовые теории уже начали возникать. И человек все это видит. Он, наоборот, должен посредством этих открытий, они лишь подтверждают то, что этот мир, он слишком сложен для того, чтобы возникнуть сам по себе никак. Это невозможно. И каждое научное открытие, которое сегодня делает человечество, это еще один довод, указывающий на то, что у мира обязательно должен быть Творец, обладающий безграничным знанием и несокрушимой мощью, чтобы все это сотворить. И более того, этому всему еще и подтверждение в Священном Коране приходит. Этим всем многим научным открытиям, которые сегодня люди, с которыми сталкиваются, мы находим этому подтверждение в Священном Коране. Сколько чудес Корана. Однако причина, по которой люди не веруют и отворачиваются от этих всех знамений, не потому, что они убеждены в истинности своего неверия, а лишь потому, что им так проще жить. Им проще жить таким образом. Он нахватался разных этих фраз, он себя в этом убедил, однако он ничего не изучал, он ничего не читал, ни в чем не удостоверился, он ничего не сравнивал, не искал. Он лишь взял себе такой образ жизни, я не верю, и проживает таким образом. Это истинная причина того, что люди отворачиваются. Поэтому Аллах говорит: «Вакаайям мин аятин фис самавати валь ард». Сколько же есть знамений, доказательств, доводов вам в небесах и на земле, и в вас самих есть. Ямурруна алейха, люди проходят мимо них. Махум анха муаридун, однако они отворачиваются от всего этого. Он изучает все эти научные открытия, однако он не осознает, что это доказывает существование Творца и Его величия. Это отличает верующего человека от неверующего. И далее Аллах говорит: «Вама ю'мину акфарухум биллахи вахум мушрику, илля вахум мушрикун». Однако, если даже они уверуют, еще один недостаток остается. Они веруют, но при этом большинство предает Аллаху сотоварища. До этого Аллах сказал: большинство людей не верует. А далее приводится, если даже уверует, часть, которая уверовала людей, то есть большинство не верует, значит меньшее количество верующих. Но при этом из этого меньшего количества верующих еще большинство людей, они предают Аллаху сотоварища. То есть искренне верующих, придерживающихся единобожия и обожествляющих одного лишь Аллаха, их остается очень мало. И поэтому в хадисе пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, у нас приходит, что на одного обитателя рая приходится сколько? 999 обитателей ада. Большое количество очень будет обитателей ада. И большинство из них говорит, если даже уверовали в Аллаха, то они приобщают ему сотоварища. И тут толкование ученых касательно этого аята, что подразумевается под приобщаются товарищи различные. Абдуллах ибн Аббас приводится от него в тафсире Ибн Кафира, то что это мушрики, многобожники Мекки, которые признавали существование Аллаха, но наряду с Аллахом поклонялись кому-то еще. Брали себе посредников между Аллахом и собой, обращались к этим посредникам, чтобы эти посредники потом попросили у Всевышнего. Это называется ширк. Или же также Аль-Хасан Аль-Басри, великий табиин, говорил, то, что в этом аяте подразумевается рия, показуха. Человек уверовал, однако свои благие деяния совершает ради показухи.
или для того, чтобы его похвалили, или для того, чтобы о нем плохо не подумали и так далее. И искренне верующих рабов Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля остается очень мало. Далее Аллах Субхану ва Тааля говорит о них: «Афаамину ан та'тияхум гашиятум мин азабиллах». И тут Аллах их предупреждает. То есть Он привел доводы. Во-первых, доводы, которые исходят от пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Эти истории, о которых нет знаний, эти чудеса, с которыми он пришел. То, что он не просит никакой награды у людей. Далее Аллах привел доводы в окружающие людей отовсюду, на небесах и на земле, повсюду доводы, доказательства существования Аллаха и Его единстве. И затем уже Аллах говорит: «Афаамину ан та'тияхум гашиятум мин азабиллах». Как они могут быть уверены в том и чувствовать безопасность для себя, что их не коснется наказание Всевышнего Аллаха? «Ау та'тияхум ас-са'ату багататан ва хум ла яш'урун». Или же, как они могут быть уверены в том, что не придет час, судный день, резко, когда они даже этого не будут ожидать? Это уже предостережение от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы люди, которые живут на каком-то своем убеждении, вере в истинность, далекие от религии, этим аятом, предупреждением Аллах призывает их очнуться, одуматься, последовать истине пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Ведь если этого не произойдет, или же также верующие люди, которые совершают определенные поступки, схожие, например, с сокрытым ширком, возможно, рия, показуха, и он долгое время на этом и живет, и при этом не меняется ни в лучшую сторону, не оставляет свои грехи, Аллах говорит: разве вы чувствуете безопасность, что вас не коснется наказание Всевышнего Аллаха? Или придет судный день, и вы даже не успеете ничего сделать, и умрете на этих грехах. А если вы умрете на этих грехах и на своем заблуждении, что вас ждет? Гнев Всевышнего Аллаха и Его наказание. И далее Аллах говорит: «Куль хадихи сабили ад'у иля Аллахи аля басиратин ана ва ман иттаба'ани ва субханаллахи ва ма ана миналь мушрикин». Скажи, о Мухаммад, это мой путь. Это то, к чему я призываю. Единобожие, вера во Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, поклонение одному лишь Аллаху. И я призываю к Аллаху аля басира, на основе убежденности и знания. Я призываю к Аллаху на основе убежденности и знания. Вот этот аят еще раз доказывает, что религия ислам, она не основывается на слепом следовании. Основа ее — знание, убежденность. Первый аят, который был ниспослан: «Икра», читай. И также в самом начале суры Юсуф мы говорили, что Аллах Субханаху ва Тааля призывает людей опираться на знание, на разум. И это лишь еще раз свидетельствует об истинности Корана. Ведь как мы объяснили, когда человек призывает к ложному, к обману, он всяческими методами, способами пытается разум человека что сделать? Затуманить, затмить его. То есть если кто-то призывает к лжи, к обману, он пытается того, кого он призывает, различными доводами, ухищрениями, чувствами, какими-то словами затмить разум этого человека. Ведь потому что если тот человек будет размышлять и опираться на разум, думать начнет, он что раскроет? Он раскроет ложь призывающего. И поэтому лжецы, они никогда не призывают людей опираться на разум. Они давят на чувства, на эмоции и так далее. Однако священный Коран, Аллах Субхану ва Тааля к чему призывает? Размышлять,
думать, изучать, читать. Указывает, что Коран — это истина. И в ней нет никаких сомнений, нет никаких лжи. И чем больше человек будет изучать, размышлять и читать, тем сильнее он будет убеждаться в этой истине. Ад'у иля Аллахи аля басира. Призывай к Аллаху на основе знаний и убежденности. Ана ва ман иттаба'ани. Я и те, кто за мной последовал. И пречист Аллах, и я не являюсь одним из многобожников. Далее Аллах говорит: «Вама арсална мин каблика илля риджалан нухи илейхим мин ахли аль-кура, афалам ясиру фил арды фаянзуру кейфа кана акибату аллазина мин каблихим, валадару аль-ахирати хайру лилладина иттакау афаля та'акилун». И мы не посылали до тебя посланниками, кроме как мужчин. Этот аят свидетельствует о том, что пророки и посланники были лишь из числа людей и из числа мужчин. Женщин, пророков и посланников не было. И поэтому Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля даже Марьям, мать Иисуса, Он назвал ее в Коране Сиддика, праведной, но не назвал ее пророчицей. Потому что послание, именно миссия доведения до людей послания Аллаха, она возлагалась только на мужчин. И эти мужчины были из числа обитателей селения, и разве они не путешествовали по земле, не ходили по земле и не видели, что постигло народы, которые были до них? Народы, которые сочли лжецами этих пророков, какое наказание их постигло? Разве вы не видите? И следующая жизнь, следующая обитель, она лучше для тех, кто богобоязненен. То есть в следующей жизни в ахирате благую жизнь достигнет, заполучит лишь кто? Лишь тот, кто проявил богобоязненность ат-таква, совершал повеление Аллаха и сторонился его запретов. Афаля та'акилун. Разве вы не разумеете? Как же вы не понимаете, говорит Всевышний Аллах? То есть, как вы не разумеете и как же вы отдаете предпочтение этому миру над ахиратом? Это действительно великое заблуждение, да, великая ошибка человека, если он это временное блаженство, сколько бы оно ни длилось, 60, 70, может 100 лет, если он предпочитает его вечному, этот человек очень далек. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. И эти посланники, да, их одолевали такие трудности и испытания, что они приходили в отчаяние и думали, что их сочли лжецами, и они начинали думать, что даже их последователи отвернутся от них, что даже их последователи из-за этих трудностей и испытаний, которые их постигли, они отвернутся и уйдут от них. И в этот момент Всевышний Аллах посылал облегчение, отправлял свою помощь, свою победу, и спасались те, кого пожелал Всевышний Аллах. А наказание же нельзя отвратить от грешных людей. Мы говорили в начале суры, что эта сура Юсуф была ниспослана в Мекке, когда именно в годы скорби, когда умерла жена пророка, саллиллаху алейхи, когда умер его дядя, который его оберегал, защищал. Очень тяжелое время. И вот эта сура ниспослана была, и одна из мудростей, что Аллах субханаху ва тааля пророку, саллиллаху алейхи, и верующим на примере Юсуфа, алейхиссалям, показал, что если проявить терпение, упование на Всевышнего Аллаха, трудности сменяются легкостью. И здесь он тоже говорит, были испытания, трудности, и посланники уже начинали сомневаться в том, что их последователи поддержат их, и в этот момент Всевышний Аллах отправлял им облегчение и свою помощь и поддержку. И последний аят в суре Юсуф, 111 аят, Всевышний Аллах говорит: «Лакад кана фи касасихим عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى». И в этих историях этих пророков были знамения, уроки назидания, айбара, гайбрат,
для обладающих разумом. Человек, который ищет истину, который ищет просветление, развитие, он, изучая эти истории, он не просто читает их как некий рассказ развлекательный, нет, он извлекает пользу и начинает применять полученную пользу в своей жизни, эти правила. Это айбара называется, да, назидание, урок, который ты взял и потом в жизни своей применяешь. Это свидетельствует о разуме человека. И это не являются выдуманными, вымышленными рассказами, однако подтверждение тому, что было до него, до пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. И этот Коран, это послание, это разъяснение всякой вещи. Оно разъясняет все аспекты человеческой жизни, разъясняет то, как человек должен прожить эту жизнь, как себя должен вести в той или иной ситуации, чтобы заполучить желаемого и благого результата. И верное руководство, и милость для верующих людей. Таким образом, Аллах Субханаху ва Тааля завершает эту великую суру Юсуф. Просим у Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы знания, которые мы за это время приобрели, были полезными для нас, для каждого из нас, и чтобы облегчил нам понимание и использование этих знаний, и практику этих знаний в нашей жизни. Ведь именно это самое важное. Не сколько чтение, красивое и правильное чтение Корана, а важно именно следование повелениям Корана с пониманием. Вот что важно. И тогда Коран изменит человека в лучшую сторону. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله